Добрий день. Cześć. Чао. Ahoj, здравейте. Вітamy сердечно. Такое количество языков можно услышать только на кафедре теоретического и славянского языкознания филологического факультета БГУ. Первые пары на специальности славянская филология прошли в 1993 году. Однако в выпускниках этой специальности было слышно и раньше. В 1979 году была начата подготовка гидов-переводчиков для работы на Олимпийских играх 1980 года. В итоге 85 специалистов со знанием славянских языков помогали делегатам и спортсменам из разных стран понимать друг друга. После этого о факультете узнал весь мир. Филологический факультет БГУ – это один из крупнейших центров по подготовке славистов в Восточной Европе. С нами может сравниться, пожалуй, МГУ имени Ломоносова и Санкт-Петербургский университет. В этом уникальность филологического факультета БГУ. В этом году мы выпускаем порядка 30 студентов-славистов. Последние годы мы набираем 10 студентов на одной из специальностей, совмещенных с белорусской филологией, на одной из специальностей славистических, совмещенных с русской филологией. Итого 20. Ольга Самусевич скоро получит диплом. С рабочим местом она уже определилась, а о своем родном факультете отзывается тепло и уже даже с ностальгией. Ведь здесь она нашла себя. Уже 4,5 месяца я работаю в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области в должности эксперта-лингвиста. На сегодняшний день я еще эксперт-стажер, но это уже недолго. Это именно глубокий такой лингвистический анализ, к примеру, сообщений, которые люди пишут в интернете, еще чего-то, и там различное бывает словотворчество, поэтому очень-очень интересно. Кстати, в этом году кафедре теоретического и славянского языкознания БГУ исполняется 55 лет. Болгарский, сербский, польский, чешский, словацкий и украинский. Студенты обучаются по 6 направлениям. Помимо этого, есть возможность изучить так называемые мертвые языки. Например, палапский язык, который был распространен на левобережье Нижней Эльбы. Палапский язык уникальный в том смысле, что это, пожалуй, единственный язык, который был ассимилирован немецким языком. Мы не замыкаемся на тех языках, которые активно используются в коммуникации в нынешнее время, а стараемся, что называется, не забывать предков и заглядывать иногда не только в будущее, но и в прошлое, что тоже полезно в историческом смысле. Ну, например, мы преподаем старославянский язык довольно активно. И активно, не то чтобы активно, но во всяком случае в истории кафедры такое и есть, преподаются и мертвые славянские языки. Выпускники специальности «Славянская филология» работают в образовательных центрах, туристических бюро, посольствах и школах. Также специалисты-переводчики работают на международных переговорах глав государств. Всего в БГУ 18 факультетов, 4 образовательных института и 7 учреждений образования. Также в ВУЗе действуют научно-исследовательские лаборатории, учебные станции и музеи. А фонд фундаментальной библиотеки БГУ насчитывает около 2 миллионов томов отечественной и зарубежной литературы. Поэтому есть возможность получить знания и опыт по всем направлениям.